Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы будем делать расклад на недельку по сферам. Посмотрим, как у вас сложится неделька с деньгами, с финансами, с работой. Какие-то приятные посмотрим моменты. Там неожиданные моменты, где вам нужно будет подстелить соломинку, подстраховаться. Ну, в общем, не знаю, это первый расклад будет такой на канале. Жду от вас обратной связи. Понравился, не понравился, может нужно что-то добавить, либо что-то наоборот убрать. В общем, смотрите, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, как обычно, сейчас вам нужно выбрать свой вариант, спросить, как у вас сложится следующая неделька с 6 по 12 апреля, сосредоточиться и выбрать свой вариант интуитивно, который вам подскажет именно ваша интуиция. А я перехожу к единичкам. Ну что, единички, смотрим вас. И как сложится ваша следующая неделька с 6 по 12 апреля. Ваш сигнификатор, ваша личность, какой вы будете на будущей недельке. Карта Медведь. Ну, во-первых, конечно, это сила, воля, характер. Будете прислушиваться к себе, к своим ощущениям, к своей интуиции. Действовать будете больше на инстинктах. Заниматься будете тоже, скорее всего, больше какими-то своими делами, которые вам важны, вам интересны. И вообще транслировать себя в мир будете как сильного, уверенного, целеустремленного, амбициозного такого человека. В общем, такая сильная волевая личность, которая будет настаивать всегда на своем, отстаивать свои интересы, защищаться и так далее. Добывать то, что ему нужно. В общем, охотник. Так, дальше. Что будет самым важным для вас лично на этой недельке? Вот тут, вы знаете, какие-то важные для вас вопросы, они должны, как бы вы ожидаете, когда они решатся. Либо вы пытаетесь скрупулезно и где-то даже креативно эти вопросы решить, разрешить, как-то подойти творчески к этим самым вопросам. Но мы не видим, с чем связаны эти вопросы тут по картам, но это что-то для вас очень и очень важное. Вы на это очень сильно надеетесь, вы делаете ставку на эти самые вопросы, вот прям максимальную. Это даже вот вопрос, который решает ваше дальнейшее будущее, вашу дальнейшую жизнь. И смотрите, какие-то действия могут быть, либо какие-то события могут происходить очень для вас неожиданно. Но с каким они будут признаком, плюсом или минусом, тоже тут мы не видим. Но давайте, все-таки карта у нас это такой инструмент, по крайней мере для меня лично очень магический. Давайте настраиваться на то, что это будет удача, которая принесет вам результат, который вы сами хотите и ждете. Что будет дома происходить? Как будут складываться дела ваши дома? Ну, вы дома, да. Судя по всему, да, все-таки у нас карантин, никто из дома не выходит. И, скорее всего, вы будете дома, смотрите, во-первых, заниматься собой, своими личными делами, своей внешностью, своей красотой. Дальше здесь планирование, причем такое достаточно скрупулезное, очень такое прагматичное, очень продуманное планирование, когда вы применяете весь свой ум, весь свой интеллект, весь свой опыт для того, чтобы добиться результата, получить те выгоды, на которые вы рассчитываете. Причем планирование, оно такое будет достаточно продуктивное, получите вы уже какой-то результат. Может быть, конечно, это промежуточный результат, но вы им будете довольны. В общем, там такая дома будет активность, прям результативная. Дальше, смотрите, в дом может кто-то прийти. Может, будет это просто звонок телефонный. Но, скорее всего, вот кто-то будет вхож в ваш дом. Мама, может быть, какая-то подруга. Смотрите, обратите тоже на это внимание. И как бы думайте прежде всего, конечно, о своем здоровье в данной сложившейся обстановке. Ну, опять же, какие-то новости. В дом к вам могут поступить какие-то бумаги. Дальше.
Что на сердце? А вот на сердце дамы, смотрите, скорее всего, вы дамы одинокие. Потому что почему? Это здесь поиск некого мужчины, вот она, и налаживание контактов. Если этот мужчина уже в вашей жизни есть, то тут просто будет общение, но такое непонятное. Будете друг друга узнавать, либо он какой-то будет загадочный, как-то будет темнить, а вы будете пытаться как бы наводить с ним контакт в любом случае. Либо вообще, в принципе, вы пока не понимаете оба, как будет происходить ваше общение, как будет простраиваться ваше общение, но пытаться искать выход из сложившейся ситуации вы тоже будете вдвоем, если этот мужчина есть. Если мужчины нет, то тут просто поиск и надежда на сердце на то, что в скором времени его встретите, вот прям вот-вот наведете с ним контакт и будете продолжать с ним свое общение. В общем, личная жизнь тут достаточно такая нестабильная, запутанная, непонятная, какая-то подвешенное такое состояние. Дальше, что будет происходить на работе? На работе контакты, созвоны, бумаги, оформление каких-то документов, отношение к работе довольно-таки легкое. Я думаю, что все-таки работать вы будете дома. И тут, знаете, такое комфортное, удобное для вас атмосфера и вообще распорядок дня. Почему? Потому что, все-таки у нас ребенок. Какие-то могут быть новые указания, какие-то могут быть новые начинания, новые проекты прийти к вам вот в начале недельки, вы будете ими заниматься. Но это достаточно долгосрочно и долговременно. И смотрите, еще работа на дому, она, конечно же, и судя по тому, что сказал наш президент, и потому как складывается вообще мировая обстановка, она затянется вот во времени, но работать тут придется. Тут новый виток может быть именно в работе, в плане того, что опять в офис или куда-то вы выходить не будете, а именно вот работа на дому. И работа будет, смотрите, все-таки у нас письма, документы, да, все, что тут угодно может быть. Дальше, как будут обстоять дела с финансами? Вот на этой недельке, кстати говоря, дорогие мои денежки, какие-то бонусы, подарки, денежки к вам должны поступить. Вот оно. И причем довольно-таки быстро, я имею в виду, скорее всего, это будет где-то даже начало-середина недели. И надежда, кстати говоря, на то, что вы получите эти самые деньги. Может быть, вы сомневались, потому что такая подвешенная обстановка в мире, да, в нашей стране, что вам будут выплачиваться какие-то денежки. Но тут должно быть поступление каких-то денег. Может быть, не совсем большие суммы, но в любом случае поступление оно будет. И обещание, что еще будут заработки, тоже вполне вы можете получить финансами. Приятные неожиданности недели. Вот тут, знаете, так стабильность достаточно такая плотная, устойчивая, нерешимая стабильность. Смотрите, да, и скорее всего это связано все-таки с работой, с деньгами, с финансами. Почему? Потому что у нас тут и башня выпала, и горы, и в центре у нас все-таки рыбки, самая финансовая карта. И вот здесь приятных неожиданностей все-таки вы получите обещания, либо, опять же, вот те деньги, которые должны к вам прийти, обеспечат вам именно ту стабильность, именно ту уверенность, которую вам вот не доставало, которая вам не хватало на этой недельке. Также тут могут быть какие-то решаться какие-то дела, какие-то проекты, видимо, которые, опять же, дадут вам почву под ногами, которые дадут вам, вселят в вас некую такую уверенность и спокойный взгляд, хотя бы на эту недельку, на ближайшее будущее. Неприятные неожиданности недели, там, где вам нужно подстелить соломинку, там, где вам нужно подстраховаться. Смотрите, вот тут могут быть какие-то неожиданные вредители, либо какие-то неожиданные новости, либо какие-то люди к вам придут, которые заставят вас задуматься, которые поставят вас перед выбором, которые вот, в общем-то, могут нарушить вашу зону комфорта. Вот они, мышки наши, наружки, которые приносят в наш мир, в нашу жизнь такие неприятности мелкие. Также тут может быть просто-напросто вам придется такие мелкие заботы, хлопоты, да, вроде как и ничего такого сверх
сложного и трудного, но все равно потрудиться, покопошиться, вот это повозиться вот придется. Причем нужно еще и будет выбирать, что, чем заняться в первую очередь. И опять же, тут какие-то неожиданности могут быть довольно-таки неприятные в мессенджерах, в соцсетях, в каких-то, может быть, в интернете что-то вы получите. В общем, какие-то неприятные новости, известия тут тоже могут быть. Давайте теперь для тех, кто в поиске работы. Сможете ли вы найти работу, по крайней мере, вот на удаленке, либо еще что-то такое? Нет, тут только какие-то переговоры, разговоры, но есть надежда, есть шанс получить некий результат через даму. Она вам вполне может подсобить, помочь. Может быть, какой-то приработок, может быть, чем-то попросит вас помочь, как-то вам, чтобы вы ей подсобили, и она может вам какую-то копеечку тоже заплатить. Но вот чтобы это была прям работа на постоянной основе, к сожалению, на этой недельке я такого не вижу. И давайте посмотрим дальше, с чем вы переходите в следующую недельку. Тут какие-то неуверенность, какой-то внутренний, может быть, конфликт. Знаете, вот что-то принесет в вашу жизнь такую туманность, нестабильность и неуверенность. Но это дело временно, дорогие мои. Не отчаивайтесь, это все пройдет, точки рассеются, и потом дальше вам в этом поможет некий друг, соратник, помощник, коллега, близкий вам человек, который вас поддержит, который вас подстрахует, который может вас направить, который может вам что-то подсказать, где-то подсобить и вообще может вас даже оградить от каких-то неприятностей или неожиданных каких-то конфликтных вот ситуаций, да, вот они, ссоры, конфликты, может быть. В общем, некий друг, некий близкий вам человек, он вам поможет и поддержит. Вот такая неделька для единичек. Следующая, я надеюсь, расклад вам понравится. Жду от вас обратной связи. Пишите свои комментарии, что нравится, что не нравится. Может быть, что-то нужно добавить, может быть, что-то нужно убрать. Я вам, дорогие мои, желаю здоровья, терпения, гармонии. Пусть ваша жизнь будет чудесной, прекрасной, волшебной, наполненной яркими, прекрасными красками и, конечно, любовью и счастьем. С вами была Астарта Сантия. Пожалуйста, давайте обратную связь еще раз, уже в 10-й раз, по-моему, повторяю в этом видео. И прощаемся, я перехожу к двоечкам. Ну что, единички, смотрим вас и как сложится ваша будущая неделька с 6 по 12 апреля. Ваш сигнификатор, ваша личность на этой недельке. У нас карта метла, либо пруд. Вы знаете, вы такое какое-то нервное и немного нестабильное, агрессивное может быть у вас состояние. Можете вот, реагировать на каждый какой-то посыл в вашу сторону, неважно, с каким он будет, с какой стороны, с плюсом, либо с минусом, но можете, в общем-то, реагировать все достаточно нервно. Какие-то внутренние переживания могут быть, опасения, внутренний такой раздрайв, эти вот самые шатания, метания, неуверенности, все вот это может быть с вами на этой недельке. И знаете еще, что может быть, что настроение может меняться вот от плюса к минусу, от плюса к минусу. Сегодня хорошо, завтра плохо. Или час хорошо, час плохо. Но вот такие качели вполне себе могут быть. И знаете, что по метле еще может быть, будете ухаживать за своей внешностью, за собой именно со стороны привлекательности, сексуальности, вот какого-то магнетизма вашего именно физического, ну, вашего облика. Что будет для вас самым главным на этой недельке? Карта колодец, аист и карта ключ. Ну, во-первых, конечно же, желание перемен. Концентрация на том, что хочется перемен, наконец, перемен, конечно же, к лучшему. И такой шанс, скорее всего, у вас уже сейчас на этой недельке есть, либо на данный период вообще в вашей жизни. Вы, в принципе, человек наполненный, вы человек, который готов к переменам, который желает перемены, который стремится к переменам.
который все делает для того, чтобы эти перемены, они в жизни произошли. И вот я бы сказала, что вы как раз-таки на пороге своих перемен, потому что держите вы в руках вот ключ. Другой вопрос, как вы этим ключом воспользуетесь, это уже как бы на ваш выбор. Но для вас именно перемены. Еще что может быть, это какая-то поездка, либо переезд куда-то. Опять же, вы нацелены, вы настроены. Но пока это все вот только у вас в руках. Нет пока еще движения именно к реализации данной вашей задумки. Что будет происходить дома? Как будут происходить дела вот дома, где вы живете? Но там помощь, поддержка, там, конечно же, нацеленность и желание движения вперед. Но дальше, смотрите, к концу недельки могут появиться сомнения некоторые. Могут, знаете, вот немного тучки наползти, такая туманность, может в доме немного атмосферка немного подпортиться. Но в любом случае, эта триада довольно-таки такая, я бы сказала, хорошая, потому что тут помощь, поддержка родственников, друзей, коллег, знакомых, именно близких людей, которым вы доверяете, с которыми вы можете поделиться своими переживаниями, своим наболевшим. Можете быть в доме, кстати говоря, на этой недельке такой прям ведущий, прям чтобы управлять всеми домашними делами и вообще всеми теми людьми, которые с вами живут. Если есть домашние питомцы, то, конечно же, тут и забота о питомцах, о своих друзьях, вот именно меньших. Кошечки, собачки, птички, у кого что, в общем-то. И тут еще дома можете, смотрите, если вы, например, занимаетесь практикой эзотерик, йогой занимаетесь, какими-то энергетическими практиками, рейки. В общем, вот здесь тоже вполне может быть, что дома будете этим самым заниматься и прям будете нацелены на некий такой результат, некую планку хотите вы достичь и прям будете активно этим заниматься и целеустремленно. Что на сердце, что в личной жизни. А тут, конечно, переписки, тут созвоны, перезвоны, переговоры, обсуждать что-то будете изучать, может, своего партнера, пытаться его как-то разузнать, раскусить. В общем, какой-то анализ личности можете проводить своего партнера. Но здесь много общения посредством соцсетей, мессенджеров, интернета, общения разного рода, легкое такое, где-то даже такое ни к чему не обязывающее. И с другой стороны, это довольно-таки серьезные могут быть разговоры, обсуждения на какие-то прям серьезные темы, жизненные, такие мудрые, с расстановочкой такой могут быть некие обсуждения. Как будут происходить дела и что будет у вас на работе. Переживания за работу будут, конечно же. Какие-то могут быть, кстати говоря, на работе и поощрения, могут какая-то похвала в вашу сторону на работе, как-то вас могут оценить довольно-таки хорошо, ваш ум, ваш интеллект, ваши заслуги. И на работе может быть что-то новое. Какой-то новый проект, какой-то новый этап на работе, какой-то, не знаю, может быть, какая-то новая какая-нибудь программка на работе, например, если вы бухгалтер, там может быть обновление какое-то придет. И такое вот что-то может быть. И смотрите, некая дама вполне себе вот на работе может такую какую-то важную роль сыграть прямо на этой недельке. Если никакой дамы в вашем окружении нет, то это вполне можете быть вы. Вы будете активны, вы будете гибкие, вы будете мудры, вы будете вот в состоянии постоянной готовности, в активности. И если что, можете вот прям вас вот разбудить ночью, вы на любой вопрос по своей работе вы ответите. То есть вы такой прям профессионал. Дальше. Что будет с финансами? Вот здесь тоже хорошая триада, мне нравится. Тут денежки должны прийти, причем денежки они придут от некого мужчины. Тут смотрите, две карты мужские выпали. Карта медведь и карта не вашего партнера, но некого мужчины.
в вашем окружении. Это может быть, я не знаю, бухгалтер или начальник ваш, или какой-то ваш друг, отец и так далее и тому подобное. В общем-то, тут по кораблю какое-то есть движение в финансах, и тут финансовая поддержка вполне может быть от мужчины властного, сильного, доминантного, такого при положении, знающего себе цену, очень амбициозного, очень сильного, очень такого хозяина положения. И так как тут все-таки две мужские карты, тут могут быть два мужчины, но от них может быть разная поддержка. От кого-то больше, от кого-то меньше. Либо это может быть, конечно же, один мужчина, какой-нибудь ваш, например, любовник. Это не карта бланка партнера, это может быть именно друг, любовник или третья сторона в отношениях, у кого что. Вот от него тоже вполне может быть какая-то материальная поддержка. Приятные неожиданности недели. Узнаете вы какую-то новость, либо какую-то сплетню, либо за себя, либо о себе, потому что разговоры будут выпала вот ваша карта бланка. И вот здесь вы вполне может быть что-то узнаете, что поможет вам в каких-то ваших начинаниях, в каких-то ваших планах, что даст вам возможность, знаете, решить какие-то ваши проблемки. То есть вот навести контакты, навести мосты. Либо начнете с кем-то общаться, кто вам может в будущем быть полезен и вам поможет. Да. Поможет вам какую-то ситуацию разрешить, найти какой-то выход из вашего положения. Но смотрите, здесь эта активность должна исходить от вас. Все-таки тут выпала ваша карта бланка, поэтому обращайте внимание на знаки, обращайте внимание на какие-то мелочи, на какие-то, может быть, разговоры, переговоры других людей, на какие-то сплетни. В общем, что-то может вам помочь, что-то вас натолкнуть на какую-то истину, которая вам нужна, которая вам впоследствии поможет. Неприятные неожиданности месяца. А вот здесь смотрите, тут такая абсолютная стагнация, нет движения, нет развития абсолютно, и погружение в себя, погружение в какие-то переживания. В общем, вот тут, знаете, вот такая тяжесть может быть на сердце, или вот ощущение, что вот жизнь, болото, вот какие-то такие могут быть чувства. Это первое. А второе, конечно же, это какие-то проблемы с финансами. Вот тут, если мы видим поддержку и какие-то бонусы, да, от мужчин, то вот здесь в неприятных неожиданностях могут задержать деньги. Либо деньги могут застрять. Вот в банке, например, деньги на ваш счет пришли, или там на ваше имя пришли, а вы не сможете их, например, получить. Вот тут какие-то препятствия именно в деньгах. Вроде бы как они у вас есть, а вроде бы как их у вас и нет. В общем, вот такое тоже что-то может произойти. А для тех, кто в поиске работы, найдете ли вы работу? Вы знаете, тут шанс есть. Тут у нас карта клевер, карта маска и карта гроб. Вполне может быть, что какой-то некий шанс, либо некая какая-то возможность, она появится. Но смотрите, будьте опять же внимательны, чтобы вы ее увидели, рассмотрели. Вы можете просто ее не заметить и пройти мимо. Это первое. А второе, вот здесь тоже может произойти некие резкие перемены, некая резкая трансформация, которая приведет вас, давайте спросим, уточним, да, вот к шансу, к тому, что, в принципе, найти работу вполне может быть возможно. Но опять это не на этой недельке. На этой недельке я не вижу, что тут ваши поиски увенчаются успехом, к сожалению. Но надежда, вот нам звезда, конечно же, обещает, что вполне такое может быть, что работу вы найдете. Но вы ее обязательно найдете, тут просто вопрос времени. Ну, как видите, на этой недельке нет. И с чем вы переходите в будущую недельку, в следующую, тут какой-то рост, какое-то развитие и какие-то могут быть неприятности, которые поставят вас перед неким выбором, перед неким перекрестком, куда вам идти, что вам делать. Но это мы уже узнаем в следующем раскладе. Тут что? Какая-то семейная поддержка еще может быть. Тут вопросы здоровья. Смотрите, пожалуйста, обратите внимание, что вот здесь может мышки нам рядом с деревом, да, обещают еще, и у нас развилка, обещают либо выздоровление, что маловероятно, конечно, мышки все-таки у нас подгрызают именно дерево,
обратите внимание, чтобы прям будьте осторожны со своим здоровьем, дорогие мои дочки, потому что вот тут может прям быть какие-то недомогания, можете заболеть. Ну вот именно, скорее всего, это что-то простудное. И то, это гадание онлайн, пожалуйста, не берите на свой счет. Это может быть и вопросы именно связанные с семьей, с родом. Вот тут что могут быть какие-то неприятности, либо какие-то новости, какие-то известия, которые заставят прям попереживать и поработать, похлопотать, и принесут какие-то перемены именно вот в семье, в роду, в каких-то вот таких ваших, может быть, действиях, предприятиях, проектах, которые, над которыми вы чахнете, над которыми вы постоянно сидите, ждете роста, именно развития какого-то предприятия. Вот такой вот у нас получился прогноз для двоечек. Дорогие мои, вам желаю здоровья, счастья, любви, удачи, процветания. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь и радуйте себя и своих близких. Обязательно это сейчас нам нужно, необходимо, чтобы жизнь нам не казалась каким-то, как вот здесь в неприятных неожиданностях, да, каким-то болотом. Все равно ищите какой-то позитив для себя, дорогие мои дочки. Это была Астарта Сантия. Я всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что мой канал вам интересен. И, пожалуйста, пишите комментарии. Понравился, не понравился расклад. Может, что-то нужно добавить, может, что-то нужно убрать, может, что-то нужно глубже раскрыть. Какой-то пункт расклада. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, а я перехожу к троечкам. Троечки, дорогие, так, смотрим вас. Как сложится ваша неделька с 6 по 12 апреля? Ваш сигнификатор, ваша личность, какой вы будете? Карта коса. Хочу вам сказать, что вы будете довольно-таки суровой личностью. Не подойдешь к вам, не подъедешь. Можете сразу на корню пресекать все какие-то действия в вашу сторону. Можете быть достаточно грубой и агрессивной, можете быть резкой такой, прям, ну вот прям коса-коса. Можете быть такой колкой на язык, можете быть такой остроумной, можете где-то даже язвительной, можете быть, ну вот прям такая личность очень... Вот агрессивная сюда не подходит. Это, наверное, знаете, такая резкая можете быть. И, конечно, на этой недельке можете пожинать свои какие-то плоды ранее ваших каких-то предприятий, ваших проектов. В общем, какие-то результаты на этой недельке вполне можете пожинать вы, либо можете, знаете, быть кому-то, выступать в роли именно вот результата, который он заслужил. Вот. Вы можете быть таким, в кавычках, карателем для кого-то именно. И что будет самым главным для вас на этой недельке? Что вас волнует? Якорь, книга и всадник. Ну, во-первых, конечно же, это стабильность. Это какая-то некая такая уверенность. И, конечно, работа. Вот тут работа, можете вы волноваться именно за работу, за какие-то свои результаты, проекты, задумки, и ждете на этой недельке каких-то, видимо, документов, либо каких-то контрактов, договоров и так далее на изучение. Также вы будете активной, вы будете целеустремленной, вы будете такой динамичной. Прям неделька у вас продуктивная должна быть. Даже если это не передвижение, не поездки, хотя всадник эта карта довольно-таки, да, динамичная, это вполне может быть, что вы будете просто-напросто в работе, в каких-то своих делах, в отношениях очень динамичной, очень активной и требовательной. Дома. Что будет происходить? Дома начало недельки, некая такая трансформация, некие перемены могут быть вполне. У нас вот карта гроб. Смотрите, такая триада вполне может говорить о недомоганиях,
о каких-то болезнях, обратите сюда, пожалуйста, внимание. Еще это и в пункте дома у нас выпало. Но это, знаете, в данной сложившейся обстановке, это, конечно, может быть не прямо там, что вы заболеете. Нет, это может быть просто вы будете переживать, обсуждать и как-то защищаться от того вируса, который сейчас ходит по миру. Первое, здесь также могут быть неприятности с родственниками, с близкими, именно с вашим родом. Вот тут какие-то могут быть недомолвки, какие-то могут быть недопонимания. Вот это вот, знаете, когда люди ходят, ворчат друг на друга, кряхтят друг на друга. Ну, такие неприятные, но мелкие какие-то неприятности могут быть именно в семье, по роду каких-то у ваших родственников, довольно-таки близких. Что на сердце, как будет происходить, что будет происходить с личной жизнью. Тут, вы знаете, какое-то может быть мелкое множественное общение. Будете изучать, будете прям рассматривать под лупой вашего партнера, либо того претендента на эту должность. И вполне можете получать от мужчины какие-то бонусы, подарки, комплименты. Будет вам подчеркивать он вашу красоту, притягательность, будет к вам очень внимателен, благороден, будет ставить вас как женщину такую дорогую, женщину очень благородную, женщину, которой требуется внимание, женщину, которой требуется вот именно почитание. Вот он с уважением как-то будет к вам относиться. Но это может быть, во-первых, на расстоянии, если вы совместно не проживаете, и вы будете прям так вот очень скрупулезно рассматривать ваши отношения, вашу личную жизнь. Может быть, конечно, если вы вместе проживаете, то тут, конечно, такое общение и, опять же, с его стороны внимание к вашей персоне. Также смотрите, если вы, например, практик-эзотерик, то здесь вполне могут быть какие-то дела, именно связанные с эзотерикой, йога, рейки, энергетические практики, магия, какое-то волшебство. Вот тут именно на личную жизнь, на отношения можете что-то делать, как-то практиковать. Так. И общения вполне могут быть на расстоянии, но, по-моему, я это уже сказала. На работе, как будут обстоять дела. Какие-то неожиданные могут быть перемены. Там, где не ожидали, тут ваш начальник, либо ваш коллега, но мужчина властный, скорее всего, все-таки это начальник по медведю, может какие-то неожиданные предложения вынести на ваш суд, либо какие-то неожиданные перемены могут быть на работе. Но вот что-то довольно-таки неожиданное и нежданное, негаданное для вас. Ну, будете, конечно, переживать за вот все эти перемены на работе, но они как-то так вот, да, они будут, но пока ничего с ними вот сделать не сможете. Почему? Потому что маска у нас все равно. Будете держать при себе свои вот эти переживания, никому их показывать не будете, никому рассказывать о них не будете. Будете именно сами с собой вот переживать, что-то думать, размышлять. Но примите вот те перемены, ту новизну, которая вполне на работе может быть. Но мужчина этот... Я думаю, что здесь для вас никаких перемен со знаком минус тут нет. Здесь тут не будет. Просто какие-то неожиданные перемены, там то, что вы не ожидали случиться. Но работа, она будет. Будете работать. Если на удаленке, то вполне может быть на удаленке. В общем, работа есть. Финансы. Финансами тут и хорошо, и как-то... Смотрите, у нас выпала на финансы карта рыбы, самая денежная карта в колоде. Да, деньги должны поступить. Либо это зарплата, либо это пенсия, либо это какие-то бонусы, но что-то должно поступить. Другой вопрос, что смотрите, да, они вам, конечно, обеспечивают стабильность, они вам обеспечивают, конечно, такую некую уверенность по горе, да, но с другой стороны, деньги, например, могут прийти на ваш счет, деньги, например, могут прийти на ваше имя, но
получить их на руки, например, тут не будет возможности. Тут будут какие-то препятствия именно получить их, хотя они уже у вас и есть. И еще тут что может быть, что можете обсуждать какие-то финансы, какие-то денежные обороты вполне могут быть вот с кем-то. Вот они по особам, вполне может идти какие-то обсуждения, какие-то размышления на эту тему. Приятной неожиданности недельки. Ну, во-первых, здесь, опять же, скорее всего, практик эзотерик. Что-то именно вот в этом направлении будет в приятностях. Первое. Второе. Тут некая такая гармония может быть. Знаете, тут у нас и Солнце, и Луна, и в центре у нас компас. То есть тут, знаете, когда вы вот так гармонично, спокойно, взвешенно направлены на какие-то свои дела, на какие-то свои проекты. Вы целеустремлены, вы спокойны, вы уверены в своем движении, вы знаете, в какое движение и куда вы движетесь, вектор своего движения абсолютно точно и конкретно понимаете, да, и видите, что нет никаких препятствий на вашем пути. То есть вот тут прям гармония, покой такая. Дальше неприятные неожиданности недельки. Могут какие-то быть неприятности, во-первых, от некой дамы, довольно агрессивной к вам настроенной. И неприятности могут быть от мужчины. Мужчина может лукавить, мужчина может обманывать, мужчина может изворачиваться. И смотрите, дорогие мои, змея рядом с мужчиной, это может быть какая-то супружеская чета, тоже какие-то вам неприятности принести. И вполне может быть, что это из прошлого может к вам вернуться. И еще такая трактовочка, так как это гадание онлайн, рассказываю все, что вижу для любых ситуаций. Тут может быть еще и соперница возникнуть на вашем пути. Тоже даст о себе знать, если таковая есть, конечно же, тоже тут может как-то проявить себя довольно-таки негативно в вашу сторону. Вот неприятности нужно ждать от каких-то людей в вашем окружении. Дальше. Как будут обстоять дела для всех тех, кто в поиске работы? Вы знаете, тут вы будете изучать этот рынок труда. Скорее всего, можете даже вести с кем-то переговоры, разговоры. Вам могут пообещать какой-то испытательный срок. Могут соглашаться на вашу персону в качестве работника, но все равно это как-то все туманно, все равно это как-то все неуверенно, нестабильно. Вот нет четкой такой ясности, четкого понимания, что да, вас на работу берут, либо вас берут на испытательный срок и вам дают добро. Нет. Но с вашей стороны здесь именно какой-то тонкий расчет, именно какой-то тонкий прагматизм, будете рассчитывать, просматривать, мониторить этот рынок. В общем-то, будете тут активничать в поиске работы. Но, скорее всего, нет тут результата со знаком плюс. Именно что вы найдете четко работу, вам скажут, да, испытательный срок, давайте работайте, будем вместе сотрудничать. И с чем вы переходите в новую недельку? Тут общение идет с некой дамой, довольно-таки приятное общение, позитивное, открытое, доверительное общение. От этой дамы могут быть какие-то предложения в вашу сторону, могут быть какие-то бонусы, подарки в вашу сторону. Она может вам чем-то помогать. И, скорее всего, общение будет все-таки в соцсетях. Потому что если бы не данная обстановка, да, мировая, я бы сказала, что это будет встреча, свидание с некой дамой. Но так это соцсети, мессенджеры, вот там, где можно приятно, открыто пообщаться, поговорить, что-то посмотреть, что-то обсудить, может быть, поделиться какими-то новостями, сплетнями и так далее и тому подобное. Вот такая неделька для всех тех, кто выбрал троечку. Дорогие мои, я вам желаю здоровья. Берегите себя, особенно вот здесь мы увидели, да, что могут быть какие-то неприятности в этой сфере. Вот, пожалуйста, обратите, пожалуйста, внимание, будьте осторожны, будьте благоразумны, берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе, своих близких.
С вами была Старта Сантия. От вас жду обратной связи. Может быть, что-то нужно убрать с расклада, может быть, что-то добавить, может быть, какой-то пункт раскрыть глубже. В общем, пишите, будем вместе обсуждать и думать, как лучше сделать, чтобы вам нравилось и вы получали какие-то свои ответы на свои вопросы. Всех благодарю, что были со мной. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до встречи.